Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем, вернее, сегодня, иншаллах, заканчиваем цикл уроков, лекций на тему дуа. И я вот пролистал книгу немножко, и оказывается, очень полезная для нас и важная тема осталась. Мы с вами до этого прошли тему ад-дуа лиль муслимин, дуа за наших братьев, за братьев, которых постигла болезнь, которые нуждаются в нашей поддержке, наших дуа. Дуа за тех братьев, которые потеряли мирное небо над головой. И сегодня очень много стран, где живут мусульмане, и у них нет спокойствия, мира, они спокойно не могут знания брать, поклоняться, воспитывать детей. Дуа за наших усопших братьев, которые покинули этот мир, но, альхамдулилля, милость Аллаха, то, что дуа не ограничивается только живыми людьми, можно делать дуа за тех, которые еще не пришел на эту землю, то есть еще не родившихся наших братьев и сестер, детей, внуков. Можно делать дуа и за тех братьев и сестер, за наших родителей, бабушек, дедушек, которые уже покинули эту землю, будучи му'минами, верующими. И также у нас урок был на тему запрет проклинания. Запрет проклинания людей, наших братьев, и у нас целый урок был. И вот, оказывается, очень важная тема осталась. Ад-дуа лиль валидейни вали завил курба. Мольба за наших родителей, то есть это тема, которая достойна особого внимания, и за наших родных, близких людей. Начну с хадиса, который мы находим в сборниках, обоих сахихах, сборнике имам Бухари и Муслима, от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который говорит, что однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошел человек и сказал: «Я Расулаллах, о посланник Аллаха, ман ахакку наси бихусни сахабати». Кто из людей больше всех достоин того, чтобы я делал ему добро, творил ему добро? На что, хадис все знаем, так ведь, машхур хадис, известный, на что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ответил: уммук, это твоя мать. Конечно, в первую очередь из тех людей, которые нас окружают, достоин нашего уважения, благочестия, это наши родители и особенно наши матеря, которые были причинами того, что мы живем на этой земле, которые воспитали нас, когда мы были маленькими, и вот особенно мать. Thumma man. Этот человек спросил: потом кто? То есть, если на первое место, представьте пьедестал награждения, да, как называется, спортсменов. Первое место для нас это мать. Thumma man. Потом кто? Понятно, первое место занимает мать. Потом кто? Thumma man. Каля уммука. Потом твоя мать. То есть второе место занимает тоже мать. Thumma man. Третий раз спросил. Потом кто? Каля уммук. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: твоя мать. То есть первые три места занимает наши матеря. Субханаллах. Пусть Аллах хранит их, если они живы, и пусть Аллах помилует, если они покинули эту землю, будучи мусульманками. И когда в четвертый раз спросил, «Thumma man», посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Thumma абук», потом твой отец. И имам Муслим, у него есть еще продолжение этого хадиса, «Thumma аднака», потом после отца самые близкие к тебе твои
родные для тебя люди. Поэтому вот этот хадис, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, доказывает, что в первую очередь мы, субханаллах, должны почитать наших близких, родных людей, и среди близких, самые близкие для нас это наши родители. И такой же хадис в сборнике Тирмизи, это уже Хасан, хороший хадис, когда к пророку, алейхиссаляту вассалям, подошел один человек и спросил: «Я Расулаллах, ман абарру», то есть кого я в первую очередь должен почитать, проявлять благочестие, на что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, уммак, то есть проявляй благочестие в первую очередь своей матери. Второй раз спросил, он сказал своей матери. Третий раз своей матери. И потом сказал своему отцу. И продолжил. Потом самым близким. То есть это твои родные, в первую очередь, братья, сестры. Это твои родные тети, дяди. Так же, как родители для нас близки. Бабушки, ихние родители. Нет разницы. Поэтому это наша обязанность. И, конечно же, что такое благочестие? Одно из самых прекрасных видов, достойных внимания видов благочестия к людям, к своим родным – это дуа. Это дуа. Когда мы, субханаллах, делаем дуа, обращаемся к Аллаху не только за себя, а за наших близких, за наших родителей, бабушек, дедушек, это есть, субханаллах, уважение к ним, это есть благочестие к ним. И про это Всевышний говорит, суратуль Исра, 23-24 аяты, ауду билляхи минаш шайтану раджим, ва қада раббука, и вот приказал твой Господь, алла та'буду илля ия, не поклоняйтесь никому, кроме Него. То есть самая первая наша обязанность – это таухид, единобожие. Мы должны поклоняться только единому Аллаху и никому, кроме Него. И после обязанности таухида Аллах Всевышний сказал: «Вабиль валидайни ихсана». Всевышний приказал вам никому не поклоняться, кроме Аллаха, то есть мы должны поклоняться только Аллаху и проявлять благочестие к своим родителям. «Имма яблуганна индакаль кибара ахадухума ау киляхума». И если один из родителей или оба родителя, то есть мать и отец, если они живы, если они достигнут старости, когда они достигнут старости, фаля такуль лахума уф. И не говори им слово уф. То есть уф – это такое интернациональное слово. Многие понимают. Уф, когда мы говорим, когда устали от кого-то, когда кто-то надоел нам, когда кого-то мы не хотим видеть. И также слово уф переводится в тафсирах, в русских переводах тфу. Тфу, то есть значение одинаковое. «Валя такуль лахума уф», не говори им даже слово уф, «валя танхархума», и не повышай на них голос, «вакуль лахума каулян карима», и говори им достойные слова, красивые слова. «Вахфид лахума джанаха дзулли минар рахмати», то есть склони пред ними крылья. Чего? Зуль, то есть смирение. То есть склонись перед ними. Смиренно. Минар рахмати. Как проявление твоего милосердия. Как проявление рахма, милосердия, которое в твоем сердце по отношению к ним. И скажи. Вакуль роббирхамхума. О Господь. То есть помолись за них. Ирхамхума. Помилуй их. Помилуй их. Кама роббаяни сагира. За то, что они воспитали меня, когда я был маленьким. И вот этот аят. Этот аят призывает нас в первую очередь к поклонению единому Аллаху. И после права
Всевышнего, Создателя, Аллах ставит перед ними право наших родителей. И Аллах запретил каждому из нас повышать голос на них, может быть, даже если на то будут какие-то причины, так ведь. И даже слово «уф» или «тфу» является преступлением перед Всевышним Аллахом, если мы говорим это в адрес наших родителей. И вот очень многие, когда вот спрашиваешь, особенно молодых братьев, сестер, когда вот им вагаз делаешь, вот были ли моменты, когда вы действительно говорили своим родителям «уф»? То есть, кто-то, может быть, не признается, многие говорят «нет». А вот действительно, вот в этом аяте, если взять слова, которые идут до этого запрета, мы видим здесь мудрость Аллаха. То есть Аллах, когда говорит, не говорите им слово «уф», когда они достигнут старости. Вот здесь мудрость Аллаха. Потому что когда твои родители рядом, здоровые, сильные, когда они готовы помочь тебе, не знаю, обновить твою машину, расширить площадь твоей квартиры, когда родители готовы залезть в долги ради своих детей, внуков, или же когда родители берут ребенка за ручки и ведут в школу, решают проблему в институте с экзаменами, стирают тебе одежду, субханаллах, как ты можешь им сказать «уф»? Конечно, ты не будешь говорить им «уф». Но слово «уф», не дай Аллах, оно может выскочить тогда, когда твои родители ослабнут, когда они станут такими же детьми, капризными, когда будут ворчать, когда будут проливать на стол суп, когда у них руки начнут дрожать, когда они начнут доставлять тебе проблемы, когда ты обязан будешь оставить работу, свой бизнес, жену любимую, детей, потому что у тебя мать заболела, отец болен. Когда ты, как выстаиваешь тахаджуд, будешь стоять возле кровати, сидеть возле кровати своей матери всю ночь, прислуживая ей, вот тогда вот это слово, оно может выскочить. Поэтому, не дай Аллах, конечно, но поэтому Аллах Тааля сказал, когда они достигнут старости, не говори им слово «уф» и не повышай на них голос. И вот этот аят завершается как раз вот этим благочестием. То есть нужно делать дуа за то, что они родили нас, за то, что они воспитали нас, когда мы были беззащитными, когда мы были слабыми, когда мы даже не умели ложку держать в руках, ходить не умели, справлять свою нужду, подмываться за собой не умели. Вот они были возле нас, поэтому это никогда мы не должны это забывать. И, альхамдулилля, делать за них всегда дуа. Вот это есть веление Всевышнего Аллаха, и каждый из нас обязан делать за них дуа. Вот здесь есть один момент. Может быть так, что наши родители, они могут быть мусульманами, но могут быть и не мусульманами. Так ведь? То есть, что касается практикующих мусульман и непрактикующих, конечно, мы не должны спешить, никогда не должны спешить выводить кого-то за рамки ислама, поэтому человек, если засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник, что если он признает судный день, признает халяль, харам, что совершать намаз, поститься, хадж – это все фарз, конечно, мы, иншаллах, будем называть его мусульманином, и пусть уже Аллах Тааля сам решает, кто он такой. Вот если наши родители мусульмане, никаких проблем нет. Любое благо мы за них можем просить. Милость Аллаха, прощение, истигфар делать. Но если родители или один из родителей, они не являются мусульманами, то мы не имеем права при жизни и после смерти просить за них милость, прощение Всевышнего Аллаха. Потому что если Аллах
в Коране сказал, что тот-то, он будет в аду, то просить за него рай мы не имеем права. Поэтому, что касается вот этого аята, «Вакур раббир хамхума кама раббаяни сагира», и скажи: «О мой Господь, помилуй их так же, как за то, что они меня воспитали маленькими». Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, а это один из самых величайших знатоков Корана, который знает тафсир, сахаба, ради Аллаху анху, он сказал, вот этот аят, «Вакуль», и скажи: «О Господь, помилуй их, моих родителей, за то, что они меня воспитали, вырастили маленьким», Аллах отменил другим аятом. Сурату Тауба, 113 аят, сказав: «Ма кана лин набийи валладзина аману», и не подобает ни пророку, ни тем, которые уверовали, то есть мусульманам, ан ястагфиру лиль мушрикин, чтобы они просили прощения за многобожников. То есть Аллах запретил и своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и верующим рабам, чтобы они просили, то есть нам запрещается просить истигфар: «О Аллах, прости грехи тому-то, тому-то», если он не ахлю таухид, если он не ахлю ислам, если он не мусульманин. «Валяу кану ули курба», даже если это близкие для вас люди. То есть даже если это мать, которая тебя родила, даже если это твой отец, даже если это твой дядя, тетя, не знаю, жена, дети, да, если они не являются мусульманами, то мы не имеем права просить за них прощения. «Мин ба'ди ма табайяна лахум аннахум асхабуль джахим», после того, как им было разъяснено, что они обладатели ада. То есть, если Аллах в Коране сказал, что тот, который проявляет неверие к Аллаху, он все равно будет в аду, как мы можем просить Аллах, чтобы Аллах простил их и чтобы Аллах вел их в райские сады? Это сура Тауба. Поэтому мы должны просить дуа, но если наши близкие, родные являются не мусульманами, здесь уже существуют некоторые ограничения. И на что можно привести еще один далиль, который мы находим в сборнике Сахих Муслима от Абу Хурайра, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иста'занту рабби ан астагфира ли умми». Я попросил у Аллаха разрешения попросить прощения, истигфар за мою мать. «Фалям я'зан ли», и Аллах не разрешил мне. Вот, субханаллах, представьте себе положение нашего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, который день и ночь болел за свою умму, переживал за каждого, и, конечно, в его сердце были теплые чувства по отношению к своим родителям, к своей матери, хотя он немного был с ней, так ведь? Но он скучал по ней, он часто вспоминал ее, и от грусти он очень часто плакал, вспоминая ее. И он сказал: «Я попросил у своего Господа разрешения», а без разрешения и пророк не может ничего сделать, чтобы он разрешил мне попросить прощения за свою умершую мать, и он мне не разрешил. «Васта'зантуху ан азура кабраха фа'азина ли». И тогда я попросил разрешения у Аллаха, чтобы он разрешил мне посетить ее могилу, и он разрешил мне. Поэтому, как передают сподвижники, они последовали за пророком, алейхиссаляту вассалям, нашли могилу матери пророка и видели, как посланник Аллаха сидел возле ее могилы, вспоминал и плакал ее. И когда они видели, как плакал посланник, плакали
сподвижники, сахабы, рады Аллаху анхум. Но Аллах не разрешил. Поэтому есть закон, есть правило, которое не может нарушить даже посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Но мы должны... И здесь нет никаких противоречий среди ученых Ахлю Сунны. Нет никаких противоречий. Все единогласны в том, что если человек неверующий, то мы не можем просить у Аллаха, чтобы он простил ему грехи. То есть условием прощения грехов является иман. И если человек умирает, будучи не мусульманином, то ни одно дуа мы за него не можем делать. Ни одно дуа. Но если человек живой, и он еще не покинул, и врата покаяния для него еще не закрыты, то мы имеем право, альхамдулилля, мы имеем право просить у Аллаха наставление для них, чтобы Аллах открыл им сердца, чтобы Аллах дал им иман, чтобы Аллах дал им возможность покаяться, поклоняться единому Аллаху. Здесь нет никаких проблем, и доказательство – это сунна пророка, алейхиссаляту вассалям. Очень часто к посланнику Аллаха подходили сахаба и просили, чтобы он помолился, обратился к Аллаху за некоторых неверующих, даже за неверующие племена, даже за племена многобожников. И посланник Аллаха делал за них дуа. Как, например, Сахих аль-Бухари, есть такой хадис, где посланник Аллаха сказал «Аллахумма», то есть, когда к нему обратились, он сделал дуа таким образом «Аллахумма хди даусан вати бихим». О Аллах, дай наставление, наставь на верный путь племя Дауса. То есть племя Дауса, они были в неверии, были многобожниками, но посланник Аллаха, альхамдулилля, попросил за них дуа. Поэтому правило такое: если человек пока не покинул, любой человек, любой там атеист, который отрицает существование Аллаха, многобожник, язычник, который солнцу, огню поклоняется, мы можем желать для него блага, а самое благо, великое благо – это наставление для него. Без наставления нет блага. Поэтому мы просим Аллаха, чтобы Он наставил на верный путь наших близких, родных, которые, может быть, еще далеки от истины. Здесь нет никаких проблем. И вот другой пример, машаллах, мы находим сборники имама Муслима, достоверный. Ан Язид ибн Абдуррахман, который передает нам Язид ибн Абдуррахман. И он слышал, как Абу Хурайра, рады Аллаху анху, рассказал ему историю, которая связана с ним, то есть про Абу Хурайра. Абу Хурайра сказал: «Кунту ад'у умми иля ислам». Я призывал свою мать в ислам. То есть мы знаем, что сначала мать Абу Хурайра, рады Аллаху анху, она была многобожником. И у нее был достаточно скверный такой жесткий характер. И Абу Хурайра все время призывал ее к исламу, и она все время отказывалась принимать ислам. Она была мушрика, то есть многобожницей. И в один из дней я также призвал ее уверовать в Аллаха, принять ислам, и она то есть она заставила услышать меня слова про пророка, алейхиссаляту вассалям, которые сердце мое порицает. То есть она недостойна, она сказала недостойные слова про пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что очень часто, когда мы кого-то начинаем призывать, мы часто слышим действительно ненужные, некрасивые слова, и иногда про Всевышнего Аллаха, иногда про его религию, иногда про его посланника. И вот здесь Абу Хурайра услышал нехорошие слова про нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Фаатайту Расулаллах ва ана абки». И он
поспешил к пророку, алейхиссаляту вассалям, и когда он пришел к нему, он плакал. То есть от этих слов, от того, как он увидел состояние неверия своей матери, конечно, он переживал. И он пришел к пророку, он плакал, то есть от скорби, от печали, и рассказал все посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И он сказал: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, инни кунту ад'у умми иля ислам». Я призывал свою мать к исламу, и она отвернулась от меня. То есть она отказалась от моего призыва. «Фада'утуха аль-яума», и сегодня я призвал ее также к исламу, и она сказала про тебя недостойные слова. Она сказала про тебя недостойные слова. То, что порицает мое сердце. «Фад'у Аллаха айяхдия умма аби Хурайра». О посланник Аллаха, обратись к Аллаху, чтобы он наставил мать Абу Хурайра на истинный путь. То есть он не пришел к посланнику Аллаха: «О Аллах, я Расул Аллах, отправь на него проклятие». Нет. Он переживал за свою мать, потому что она близкий человек, самый близкий человек для него. И поэтому он попросил посланника Аллаха, чтобы он, субханаллах, сделал за нее дуга, чтобы Аллах раскрыл ее сердце. И как ответил посланник Аллаха, саллаллаху. Субханаллах, посмотрите милость, милосердие пророка, алейхиссаляту вассалям. Мудрость пророка. Он же не сказал: да она же меня ругала, издевалась, она же многобожница, пусть Аллах погубит ее или проклинает. Нет. Пророк, алейхиссаляту вассалям, обратился к Аллаху и сказал: «Аллахумма хди умма аби Хурайрата». О Аллах, наставь, дай истинный путь матери Абу Хурайра. И когда, субханаллах, Абу Хурайра рассказывает, когда, говорит, я услышал эти слова, я вышел от пророка, алейхиссаляту вассалям, мустабширан бидуаи набиилля, то есть обрадованным. Я радовался, услышав мольбу посланник пророка Аллаха. Фалямма джиту фасирту иляль баб. И когда я вернулся домой, стал на крыльце и хотел открыть дверцу, но дверь была привязана изнутри. То есть кто-то дома закрылся. Фасамиат умми хашфа кадамайя. И тогда мать, которая находилась внутри дома, она услышала шум моих ступней. То есть она услышала, что Абу Хурайра, ради Аллаху анху, вернулся. И сказала: «Маканука я Абу Хурайра», оставайся на месте. То есть не заходи в дом, о Абу Хурайра. И тогда я услышал, Абу Хурайра рассказывает, я услышал шум воды, журчание воды. И я сказал: «Фагтасалят». Тогда она принимала гусль, то есть полное омовение. Человек принимает полное омовение когда? Когда принимает, альхамдулилля, ислам. И она окуталась в одеяние, которое окутывается верующие женщины. Фатахатиль баб. И она открыла дверь. Фумма калят. И сказала: «Я Абу Хурайра, о Абу Хурайра, ашхаду, я свидетельствую, ан ла иляха илляллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу». И я свидетельствую, то есть не просто говорю, я сердцем верю, и это говорю своим языком, что Мухаммад, которого она недавно ругала, является посланником Аллаха. Вот так, машаллах, действует дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он только вернулся, она уже закрыла дверь, уже принимает гусль, полное омовение. Открыв дверь, она уже приняла ислам. Фараджату иля расулилля. И куда пошел Абу Хурайра? Кому?
Опять к посланнику. Кому еще? Субханаллах. Когда печаль, когда горе, идут кому? Кому они шли? К пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И он успокаивал их. А когда радость, кому идти? Альхамдулилля. Фараджату иля расулилля. И я вернулся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, фаатайтуху ва ана абки. Я зашел к нему, я плакал, так же, как недавно плакал. От скорби, от печали, от горя. Он пришел к посланнику и плакал от счастья. Я, говорит, плакал от счастья, от радости. И я сказал, хульту, я Расул Аллах, абшир, о посланник Аллаха, радуйся, радуйся. Адастаджаб Аллаху да'ватака. Аллах ответил твоей мольбе, твоей дуа, и наставил на верный путь мать Абу Хурайра, ради Аллаху анху. И когда посланник Аллаха услышал эти слова, он восхвалил Всевышнего Аллаха и сказал благие слова. Тогда Абу Хурайра попросил еще одну вещь. Пользуясь случаем, я Расул Аллах. Тогда я сказал посланнику Аллаха, я Расул Аллах, уд'у Аллаха ан юхаббибани ана ва умми иля ибадихи л-му'минина ва юхаббибухум илайна. О посланник Аллаха, попроси у Аллаха, чтобы Аллах сделал меня и мою мать любимыми для всех верующих рабов. Чтобы все мусульмане и мусульманки любили меня и мою мать. Субханаллах. И чтобы мы любили их. Чтобы они были любимыми нами. Чтобы мы любили всех мусульман, и чтобы они любили нас. Каля Расулуллах. И тогда посланник Аллаха сказал, Аллахумма хаббиб убайдака хада ва уммаху иля ибадика л-му'минин. И тогда посланник Аллаха сказал, о Аллах, сделай этих твоих рабов, то есть Абу Хурайра и ва уммаху, и его мать, любимыми для твоих верующих, альхамдулилля, мусульман. Фама хулика му'минун, и вот Абу Хурайра говорит, фама хулика му'минун ясма'у би валя ярани илля ахаббани. И не появлялся ни один верующий, который, когда слышал обо мне или же видел меня, не было ни одного мусульманина, который не полюбил меня. Поэтому любой мусульманин, который появлялся, он обязательно любил Абу Хурайра, ради Аллаху. Вот это есть дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Эту историю мы видим в сборнике Сахих Муслима. Вот, машаллах, это действительно великая история, которая призывает нас делать дуа за наших родителей, которая призывает нас призывать, потому что просто делать дуа, не воспитывая наших родителей, наши семьи, не призывая их, просто делать дуа, нет, этого недостаточно. Абу Хурайра очень много призывал свою мать. И потом, альхамдулилля, Аллах принял дуа. Поэтому мы должны призывать их к исламу и делать за них дуа, чтобы Аллах Тааля дал им хидая, наставление и тауфик. И вот еще один пример. Это уже сборник Бухари Адабуль Муфрад. От Абу Марра аннаху ракиба ма Аби Хурайра, то, что он вместе с Абу Хурайра они отправились в путь, и когда они возвращались домой, когда приближались к дому Абу Хурайра сахаби а'ля саутихи, он закричал всем голосом, который он мог, громким голосом закричал: алейки саламу ва рахматуллахи ва баракатуху я уммата. Алейки салам, то есть мир тебе и милость Аллаха, благословение Аллаха, о мать моя. То есть
он уже издалека, когда доходил до родительского дома, он уже приветствовал свою мать. Такуль, на что мать Абу Хурайра отвечала: «Ва алейка салям», и тебе мир, «Ва рахматуллахи ва баракатуху», и милость Аллаха, и его благословение. Она уже тоже возвращала салям, отвечала на его приветствие. И Абу Хурайра продолжал: «Якуль, рахимакиллах, кама раббайтани сагира». Да помилует тебя Аллах за то, что ты воспитала меня, когда я был маленьким. То есть он делал за нее дуа, когда ее, машаллах, приветствовал, когда встречался с ней. Фатакуль. И тогда мать отвечала: «Я бунайя, о сыночек мой, ва анта, джазакаллаху хайран, ва радия анка кама баррартани кабира». И тебе же милости Аллаха, пусть возблагодарит тебя Аллах благом, ва радия анка, и пусть Аллах будет доволен тобой, кама баррартани кабиран, за то, что ты проявляешь благочестие ко мне, будучи, то есть, когда я уже взрослая, то есть в годах. Вот так, машаллах, они любили друг друга, приветствовали, и при встрече уже они делали друг за друга дуа. Поэтому, машаллах, когда мы видим своих родителей, близких людей, помимо саляма, помимо приветствия, чтобы, машаллах, доставить им радость, чтобы показать, что мы любим их, уважаем их, мы можем прямо при встрече делать за них дуа. Аллахну рахматы яусын аним, Аллахну рахматы яусын атим, мини тарбиялеган и так далее. Вот поэтому. И еще одна история приводит шейх про Ибн Сирин, от Ибн Сирина. Также Адабуль Муфрад у Бухари. Вот. Варуя айдан ан Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин — это уже поколение последователей, сподвижников, табиинов. Ибн Сирин говорит: «Кунна инда Аби Хурайрата лейлатан факаля». Когда мы были у Абу Хурайра в одну ночь, мы услышали от него такие слова, то есть дуа. Аллахумма гфирли Аби Хурайрата вали умми. О Аллах, прости меня, то есть Абу Хурайра, вали умми, и прости мою мать. То есть они услышали, как Абу Хурайра делал дуа за себя и за свою мать, то есть просил истигфар, магфира, прощение, вали ман истагфара лахума, и добавил вот это очень интересное для нас слово, и прости того, кто просит прощения за нас. То есть, о Аллах, прости меня, мою мать, и прости того, кто просит прощения за меня и за мою мать. Это очень мудрый дуа. И Мухаммад ибн Сирин говорит: «Фанахну настагфиру лахума хатта надхула фи да'вати Аби Хурайра». И мы, табиины, просим прощения за них, за Абу Хурайра и за мать Абу Хурайра, чтобы оказаться попасть под дуа Абу Хурайра, чтобы Аллах простил нам наши грехи. Вот тоже, машаллах, такой мудрый поступок, когда Абу Хурайра попросил прощения за того, кто просит прощения за него и за его мать. И еще один момент. Дуа, мольба мусульманина, альхамдулилля, приносит очень много пользы близким, родным, особенно родителям, когда они покидают эту жизнь. Про это вот можно привести хадис, Сахих Муслим, от Абу Хурайра, тоже Абу Хурайра, радиаллаху анху, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям сказал, что посланник Аллаха сказал: «Ида маталь инсан, ин катаа амалуху илля мин талят». Когда умирает человек, его дела обрываются. Все. То есть, когда человек умирает, он совершать намаз уже не может, поэтому получать аджр за намаз он уже перестает,
поститься он не может, садака делать он не может, зикр, поминать Аллаха он уже не может, дуа делать он уже не может. Все, его все деяния обрываются. Илля мин саляф. Но, альхамдулилля, есть 3 пути, через которые он получает аджр. Он получает пользу даже после смерти. Первый – это садака джария. Первый – это то пожертвование, которое он сделал ради Аллаха, и это то дело, от которого, субханаллах, получают люди пользу даже после его смерти. Например, ученые говорят, если он построил мечеть. Человек построил мечеть, он умер. Каждый раз, когда люди приходят в эту мечеть, совершают намаз, делают дуа, зикр, Коран, альхамдулилля, тот, который построил эту мечеть, как садака джария, то есть все время, которое идет ему, альхамдулилля, он получает аджр. Это первое. Или, например, там дорогу сделал где-то для мусульман, дерево посадил, люди вкушают плоды, и, альхамдулилля, каждый раз ему идет аджр. Второе – это знание, которым пользуются люди. Которым пользуются люди. Ученые сказали, что полезные знания, которые человек оставляет после себя, это приносит аджр, даже умершим. И это знание, некоторые говорят, что это все полезные знания. Все полезные знания. Например, человек там сделал какое-то открытие в области, там, я не знаю, астрономии, там, химии, математики, да? И, машаллах, от этого польза. Людям польза. Или, например, он там придумал какое-то лекарство, он умер, но люди, альхамдулилля, пользуются этим лекарством. Вот он получает за это аджр. Но все же ученые говорят, что здесь в первую очередь это знание ислама. То есть, если он научил кого-то читать Коран, он умер, но этот человек, машаллах, до сих пор читает Коран. И каждый раз, когда он это читает, тот получает аджр. Он воспитал учеников, его ученики, они распространились по земле, разошлись по земле, машаллах, этот там учит книги Аллаха, призывает к исламу, он получает за это аджр. Поэтому, иншаллах, я надеюсь, что наши взрослые имамы, наши взрослые преподаватели, которые начинали вот этот дагват, которые учили нас совершать намаз, и даже если сегодня они покинули эту землю, альхамдулилля, они будут получать за это аджр. И третье, ау валядин салихин ядгуля, или же праведный ребенок, который взывает за него, просит Аллаха за него. Поэтому дети, внуки, которые будут делать дуа за своих родителей, за своих предков, иншаллах, от этого они будут получать очень много аджра. И также адабуль муфрат приводится с хорошим иснадом от Абу Хурайра, который сказал, здесь уже слова Абу Хурайра, который сказал: «Турфау лиль майити ба'да маутихи дараджатуху». После смерти Аллах возвысит степень усопшему, то есть уже находясь, покинув эту жизнь, у него уже нету никаких благ, да? Аллах Тааля поднимет его степень. И тогда он спросит: «Ай Рабби, о Господь, ай юшейин хадихи», то есть это что, как это понимать? За что мне это? Мне повысили степень, да? Фаюкалю, и тогда ему скажут: «Валядука истагфара лака», это твой ребенок, это твои дети, он делает истигфар за тебя, то есть просит прощения за твои грехи. Это тоже мы в сборнике Адабуль Муфрат у Бухари. Вот поэтому, машаллах, когда человек делает дуа за своих родителей, за своих близких и просит милости для них, милости Всевышнего Аллаха, прощения, это, машаллах, является действительно благочестием, уважением к нашим родителям, и это является нашей прямой обязанностью. Это прямая обязанность. И если мы обязаны делать дуа за наших родителей, просить, чтобы Аллах простил их, чтобы Аллах ввел их в райские сады, то, конечно же, ислам запрещает бранить, ругать, проклинать наших родителей больше, чем других людей. Да? Ислам
запрещает проклинать всех, но конкретных людей особенно запрещается ругать, бранить, проклинать наших близких людей. И в сборниках Бухари и Муслим мы видим хадис от Абдулла ибн Амра, ради Аллаху анхума, который сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна мин акбарил кабаир ан ял'ана ар-раджуль валидейхи». Посланник Аллаха сказал, одним из самых величайших грехов, одним из самых больших грехов является то, что человек проклинает своих родителей. Когда человек проклинает своих родителей. На что люди сказали: «Я Расуль Аллах», то есть люди спросили: «О посланник Аллаха, ва кейфа ял'ану раджуль валидейхи», как же человек может проклинать своих родителей? Ну какой нормальный человек может проклинать своих родителей? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ясуббу раджуль абар раджуль, фа ясуббу абаху, ва ясуббу уммаху». Человек ругает отца другого человека, и тот в ответ ему начинает бранить, проклинать его отца и его мать. То есть нельзя ругать, бранить, проклинать людей. Потому что если пусть Аллах сохранит нас от этого, если я начну бранить, ругать предков своего брата, то, конечно же, он в ответ начнет бранить, проклинать моих предков. Поэтому, вот видите, мудрость. Посланник Аллаха сказал: не проклинайте своих родителей. Люди не поняли, а как? Как человек может проклинать? Не проклинайте отца того человека, ибо он в ответ будет проклинать твоего отца и твою мать. То есть не создавайте причины, чтобы ругали, проклинали ваших родителей. Поэтому это есть, машаллах, это есть этикет, нрав мусульманина. И вот еще один хадис в завершение, тоже в сборнике Сахих Муслим. Посланник Аллаха сказал: «Ла'ана Аллаху ман ла'ана валидейхи». Да проклинает Аллах того, кто проклинает своих родителей. Вот это последний урок, наверное, который вот действительно это очень важный урок. Альхамдулилля, около 20 уроков мы с вами прошли из этой книги. Но вот эта книга, вот это здесь 2 тома, это 1 и 2 том. И еще такая есть. То есть получается это 4 тома про дуа и зикры. И вот мы с вами прошли половины этого тома. Вот это есть, машаллах, очень хорошая книга, ну, на арабском, поэтому учите арабский. И у нас через месяц, иншаллах, шахру Рамадан, уже меньше осталось месяца, поэтому я призываю в первую очередь себя, а затем вас, чтобы мы практиковали эти уроки, потому что мы их слушали, мы вот сидели здесь с вами, язакумуллаху хайран, пусть Аллах вас благодарит, вас благом, ради Аллаха, и знание, оно ценится и приносит пользу только тогда, когда мы используем его в жизни, Поэтому напоминаю вам слова Али ибн Абу Талиб, который сказал: когда внутрь человека проникает знание, это знание начинает искать своего друга, товарища. Если он найдет его, они останутся в нем, в этом человеке. Если он не найдет его, то он не будет задерживаться в этом человеке и уйдет дальше. Его товарищ – это что? Это амаль. Илм – знание и амаль. Знание, каким бы оно великим благом не было, это не сама цель. Мы изучаем хадисы, аяты, читаем вот эти книги, посещаем уроки не для того, чтобы просто знать, или не для того, чтобы просто быть там носителями какой-то информации. Мы должны все это использовать в жизни. Поэтому вот эти уроки, кому там нужно вспомнить, можете попросить у братьев, они все это записывали, да. Поэтому времена, моменты, когда Аллах принимает у нас дуа, субханаллах, это как раз вот это пост, когда у тебя во рту все пересохло, все, ты не можешь говорить, ты обессилен, осталось там
10-15 минут до ифтара, вот в это время, когда, машаллах, Аллах так доволен нами, принимаются наши дуа, наши истигфары за нас, за наши семьи, за наших братьев, сестер. Поэтому давайте использовать. Вот как раз для нас приходит время. Рамадан – это действительно месяц дуа. Это месяц прощения, это месяц, когда Аллах избавляет нас от ада, поэтому готовьтесь делать много-много дуа. И наша проблема во время ночных стояний, во время Арафа, я вот сам, когда совершал хадж, я это увидел, и, может быть, это увидел не только в людях, и в себе. Проходит час Арафа, и у нас уже не остается слов. А что же еще просить? Это попросил, это все, это просил, и больше ничего не знает просить. Вот о чем? Поэтому этот месяц, когда мы целый месяц должны просить. Поэтому используйте знания, и тогда, иншаллах, оно принесет пользу. Джазакумуллаху хайран, субханакаллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.